В 2024 году, в апреле месяце, ей была назначена инвалидность первой группы. Она практически неходячий человек, но с ноября 2024 года мы не можем получить даже основные важные льготные препараты. Тогда в эфире это прозвучало как системный сбой в обеспечении лекарствами, но на деле проблема оказалась точечной и, что важно, решаемой. От имени Тамары Кодзоевой к главе республики обратилась дочь. Женщине 81 год. В 2024-м она получила инвалидность по совокупности серьезных заболеваний: сахарный диабет, гипертония, грыжи позвоночника. Аналоги вот нам давали, у меня от них получалась аллергия. У меня начинается как чесотка по всему телу. Поэтому аналоги моя дочка не берет у них, а только оригиналы. Вот из-за этого, видимо, у нас перебой с этими лекарствами. Вот он корень проблемы. Речь шла не о отсутствии лекарств в принципе, а о непереносимости конкретных препаратов. По государственным программам приоритет отдается надежным и доступным отечественным аналогам. Но что делать, если они не подходят? Сейчас идет упор на замену, отдается предпочтение этим российским препаратам. И закупаемые в рамках международных непатентованных наименований. Если данному пациенту не подходит то или иное торговое наименование, там нужно пройти определенную процедуру, чтобы по решению врачебной комиссии этому пациенту назначено было именно это торговое наименование. Проблема, озвученная на прямом эфире с главой республики, не осталась без внимания. Сегодня Тамара Кодзоева полностью обеспечена теми импортными препаратами, которые ей подходят и необходимы. Мы на прошлой неделе были у данной пациентки, и на тот момент как раз поступила у нас определенная партия препаратов. Мы их передали, и сегодня опять же приехали, потому что оставшиеся препараты вот на сегодня, текущий день, на сегодня они поступили, также чтобы передать вот пациентке. Благодаря личному контролю главы региона бюрократические барьеры сразу устранили. В Минздраве подчеркивают, любой льготник, столкнувшийся с непереносимостью лекарств, может получить другие препараты через врачебную комиссию. Главное – не молчать о проблеме. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз, 24.